Фестиваль өтмөктөр омузбы класс коллективе. Салаятчы Илларионова Венера Илларионовна. Антон Павлович Чехов «Чайка» пьесасыттан быатарды. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что какой-нибудь счастлив. Жизнь рано или поздно покажет ему свои когти. Трясется беда, болезнь, бедность, потери, и никто его не услышит и не увидит, как теперь он не слышит и не видит других. У человека с молоточком нет, счастливо живет себе, и мелкие житейские проблемы волнуют его слегка, как ветер осинку, и все обстоит благополучно. Разговор об Антоне Павловиче Чехове был бы неполным без рассказа о том, насколько сильно он любит театр, какую роль он играет до сих пор в мировом драматическом искусстве. Любовь к театру пришла к Чехову еще давно, в детстве, и стала одной из самых ярких радостей в жизни. Заставить птицу поверить в то, что она свободна. Почему ты должен любить обезумевшую стаю птиц? Ты вовсе не должен воздавать любовью за ненависть и злобу. Ты должен тренироваться и видеть истинно добрую чайку в каждой из этих птиц и помочь им увидеть ту же чайку в них самих. Вот что я называю любовью. Невыдуманному Джонатану Чайке, который живет в каждом из нас, посвящается эта книга Ричард Бак. Для большинства чаек главное это еда, а не полет. Для этой же чайки главное было не в еде, а в полете. Больше всего на свете Джонатан Ливингстон любил летать. Так. Еще на 1 дюйм увеличить изгиб крыльев и во время полета никогда не останавливаться. Опять неудача. Почему, Джон, почему? Почему ты не можешь вести себя, как все мы? Почему ты не предоставляешь полеты над водой пеликанам и альбатросам? Почему ты ничего не ешь? Сын от тебя остались одни перья и кости. Послушай-ка, Джон, зима не за горами. Рыболовные суда будут появляться все реже, а рыба, которая плавает на поверхности, уйдет в глубину. Если ты непременно хочешь учиться, изучай пищу, учись ее добывать. Забудь о безумных мечтах. Ты слабая, жалкая чайка. Как приятно перестать думать. У тебя нет глаз на выше, чтобы летать в темноте. Родись ты для скоростных полетов, у тебя были бы короткие крылья, как у сокола.
Короткие крылья, сухо. Какой же я дурак! Все, что мне нужно, это совсем маленькое крыло. И во время полета двигатель не видит только кончиков крыльев. Чайка, которая заговорит с изгнанником, сама станет изгнанником. Чайка, которая посмотрит на изгнанника, нарушит закон стаи. Это говорю я, старейшина. Джонатан провел остаток своих дней в одиночестве. Не одиночество его мучило, а то, что другие чайки не поверили в радость полета. Каждый день он старался летать. Он пролетал сотни миль от заката до восхода. в новое небо, в свою стаю. Ты можешь подняться выше, потому что ты учился. Настало время начать новую школу. Ты готов? Вы правы, я готов. Хочешь узнать у старшей чайки по имени Чан, что нас ждет в этом мире? В мире совершенной скорости. Чан! Скоро ты научишься летать в будущее и прошлое. Ты будешь готов к полету ввысь, чтобы познать доброту и любовь. Познать доброту и любовь. Ты должен понять, твое истинное «Я» совершенно. Мое истинное «Я» совершенно. Никогда не останавливайся в учебе, жажди познания. И вот мой последний совет тебе. Постарайся узнать, что такое любовь. Мы вправе лететь куда хотим и быть такими, какими мы созданы. Я хочу летать больше всего на свете. Ну что же, не будем терять время. Поднимайтесь вместе со мной и полетели.
наполнял Чехова. Он был и зрителем, и ценителем, и актером, и режиссером, и драматургом. Театр приподнимал его, давал ему веру в себя, звал к высоким целям. Театр подарил ему настоящую дружбу и страстную любовь. Все его пьесы были именно об этом, о любви. «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» и «Чайка», в которой, по выражению самого автора, 5 пудов любви. Господа, начало. Прошу внимания. Я начинаю. О, вы почтенные старые тени, которые носите страшную пору над Великим озером. Усыпите нас, и пусть нам простится то, что будет через 200 тысяч лет. Люди, вы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, словом. Все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже 1000 веков, как земля не носит о себе ни одного живого существа. И эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. Тела живых существ исчезли в мраке, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я, во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознание людей слились с инстинктами животных, и я помню все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь. Знаете ли, что через 300-400 лет вся наша земля превратится в цветущий сад, и жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобная? Эти слова великого писателя, эта мысль о красоте грядущей жизни помогает понять нам, что Чехов не писатель прошлого, он писатель будущего. Чехов – поэт нежнейших прикосновений к страдающей душе человека. Михаил Пришвин. Чехов – это Пушкин в прозе, Лев Николаевич Толстой. Трудно говорить о Чехове. Он слишком велик, слишком многогранен, чтобы его можно было измерить. О.К. Сишон, ирландский писатель. Чехов – один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, правдивый. Алексей Максимович Горький. Чехов, он неисчерпаем, он говорит о человеческом с большой буквы. Константин Сергеевич Станиславский. Хотя Чехов стихов не писал, но все же он подлинный поэт. Гомажор, китайский писатель. Театральный фестиваль Бүттүмүктени, сотору келген фестиваль тахсыга, наградаларында класстардан представительдер бар болар гытын умдума, каргаспат гытын санатабы.